У канцы вёскі вялікая кракотка стаіць дом. Ён нічым не адрозніваецца ад іншых. Гаспадыня ж дома чалавек незвычайны. Хоць дзявочае прозвішча змяніла на мужава, людзі ў вёсцы, у раёне і нават у Маскве ведаюць яе як Марыю Жарко. Тую самую, што ў далёкія ўжо 70-е гады мінулага стагоддзя працавала трактарысткай у калгасе імя Дзяржынскага і ўзышла на подыум працоўнай славы дзякуючы сваёй руплівасці і энтузіязму. Вясковая дзяўчына закончыла школу і села за руль трактара. У суседняй вёсцы была такая ж энтузіястка Марыя Маркевіч. Пазней у вёсцы Лопухова знойдзецца яшчэ адна паслядоўніца Алена Лапко. Марыя хацела паступіць у сельгасінстытут, не атрымалася. Паступіла ў Гродзенскае муспедвучылішча, але адчула: не яе гэта, і на вучобу не паехала. 8 гадоў адпрацавала на трактары і ўсё ж мару ажыццявіла. У інстытут паступіла і стала вучоным аграномам. Працавала на розных пасадах. Узгадавала сына і дачку, ёсць ужо і ўнук. Але не толькі працоўныя заслугі, адзначаныя дзяржаўнымі ўзнагародамі, а хутчэй іх следства у добрыя савецкія часы праславілі Марыю Жарко. Дакладней сказаць, свой родны кут праславіла сама Марыя, якая заўсёды імкнулася быць першай па ўсім добрым. Тут не поступила я в институт, поступала, не поступила, потом поступила я в муспедучилище в Гродно, но не поехала учиться. Вот, мне что не захотелось. Ну, побыла дома, а после знали, что я тут так, не то, что на склонности, но это уже на машине умела ездить, на мотоцикле с братом. Иногда так подъезжала, брат на машине робил. На тракторе, потом в армию пошел. Приехал, то после армии уже робил на грузовой машине в колхозе. И я пошла pracować. Потом поступила в институт в Гродненский, закончила. Ученый агроном по специальности. Ну, але ж в районе ведаюць Марыю Жарко не толькі як знакамітую трактарыстку, а найперш як грамадскага дзеяча. Громадский деятель, я была. Депутатом сельского совета выбиралась, районного не. Была членом Центрального комитета комсомола Белоруссии. Была депутатом Верховного совета Беларуси. Потом, что еще из общественной деятельности такой? Участвовала в конкурсе «А-ну-ка, девушки». Вот як вы коротко, калі вспомнить, як это было, як вы стали пераможцай усесоюзного конкурса «Одно дзяўчаты». Так сказать, с глыбинки. Это было так, весной. Весной. Мы как раз компосты развозили на поле. Приехал председатель, каже, поехали у контору. А у меня как раз как назло, тогда разбрасыватель сломался, я ремонтировала, руки разные, сама разная, вся. Это ж такое дело, что... все равно поехали. Говорит, поехали. Я прихожу в эту контору. Сидят две женщины такие, видать, что не наши. Стали говорить то и другое, слово по слову. И одна и каже, все, говорит, мы нашли, больше никуда не поедем. Почитай нам стихотворение. Спросили, як в школе училась, як то, такие вопросы, общие. И, значит, почитай нам стихотворение. Я прочитала им Онегина, Татьяну, прочитала Шекспира. И они так засомневались, не то, что засомневались, а удивились и сказали, все, мы никуда не поедем больше, мы нашли. А оказывается, что они шукали 6-ю удельницу этого конкурса «А-ну-ка, дзяўчаты». Проводились это, всесоюзный этот конкурс был. И надо была им еще одна трактористка. 5 нашли, а в Белоруссии они были в Гомельской области, в Витебской, в общем, не могли подобрать. И нашли, приехали сюда, в Гродненскую область, уже последнюю. Нашли меня тут. Так я стала удельницей. А там уже конкурсы были. Были письма, по письмам этих телезрителей, говорится, проводили этот отбор уже. И так я попала в отборочный этот
участие в отборочном уже отобрали по профессиям, и тогда уже общие профессии там всякие. А так мы только 6 девчат-трактористок соревновались. Ну и 3 писем, 3 мешка писем на мое имя прошло в редакции. Ну там показывали, мы уже пришли в студию, нам показали эти письма, ну и были разложены по мешкам, то там, ну, в мешках немного, а на мое имя 3 мешка писем пришло, что уже зрители выбрали. Ну а там уже был конкурс, был общий конкурс уже, и тоже 1 место заняла. Вот такие, так я попала, як-то, ну не знаю, ну попала. За что вы получали государственные награды? Ой. А як вот есть такое стихотворение. А орден за что тебе, бабушка, дали? Внук спрашивает. И 2 золотых, словно солнце, медали. За труд, моя внученька, только за труд. За труд и за подвиг награды дают. Вот так и я, наверное, за труд. Подвига не совершила, бо, ну який подвиг, як-то не знаю, но робила, як могла. Когда вы их получали? Так, получила медаль за трудовое отличие в 1972 году, а орден «Знак почета» в 1974. Где вручали орден? Орден вручали в Гродно. И кто? Клецков. Первый секретарь обкома партии. Тогда вот был Клецков. Леонид Герасимович. Вы считаете, счастливую жизнь прожили? Ой, ну, можно было бы, как вернулась, это с удовольствием прожила первый раз. Считаю, что да. Так же, как и пошли бы по той же стезе, что и прошли? Може по той, а може при теперішніх уже условиях, то може летчиком была бы. Ну вот, нравится мне, хотелось бы, если бы повторилась жизнь. А може ветеринарным врачом. Не знаю, тоже вот лежит душа. Теперь проживши годы. А тогда мне, но технику без техники не могу. И теперь при любой возможности хоть где-нибудь я потороплюсь идти на трактор, идти на комбайн проехать. Ну, нравится мне вот это всю жизнь, с детства, как говорится, при технике. А як бы прожила, не знаю. Может по той, может по другой. Мария Ивановна, вы вот как-то обронили фразу, что люди уходят на пенсию, с работы на пенсию, а вы, наоборот, с пенсии ушли на работу. И насколько мне рассказывали, вы теперь трудитесь телятницей, и причем, ну, наверное, та закалка, которая осталась раньше, ваша любовь к труду, она осталась. Ну, модные, или когда-то модные слова «передовик», сегодня этот ярлычок, образно говоря, к вам можно опять приклеить. Почему же вы все-таки... Я понимаю, вы белорусская, стиплая белорусочка, и тем не меньше. Ваши справы говорят за вас. Ну як, не у передовиках, як вот было собрание, там у нас, сказали, что я первое место в колхозе заняла по привесам таких маленьких телят, вот я теперь гляжу, таких маленьких отъемушей, таких з ведер пою я их. Ну и, як, я не могу, это ж, то теля, говорится, як дитя, его же накормить, напоить надо и вовремя, и доглядеть, и все, ну и... Не могу я, как я, голодная осталась, як это, живое ж. А почему вы все-таки, вот первая часть моего вопроса, почему вы все-таки вроде получили заслуженную пенсию? Не сидится дома, скучно. Як сесть в этой годы уже дома, сидеть, что... як сказать вам, по лавках сидеть я не привыкла с детства, не могу я на лавке где-то сидеть, поговорить там дети, что не мое это, я не люблю ни по хатам ходить, ни по лавкам, а одной дома сидеть тоже скучно, ну и детям еще хочется помогти.
дочка квартиру построила, то надо. Да и внук сказал, каже, бабушка, если ты работать не будешь, у тебя же денег не будет. Ну, не только поэтому, что там материальное, но просто не хочется где-то еще принести пользу, как говорится. Ну и хозяйство же свое держит. Хозяйство держу, вот держала корову. Продала корову, потому что старая уже была, хочу поменять еще, взять другую. И свиней держу, и курей. Ну, хозяйство держу, вот тепличку небольшую, огород, все это. У вас была мечта по жизни? Мечта? Такая сокровенная сильно. Ну, может, такой, как... Ну, может, это и была мечта моя. Я с детства мечтала быть как-то, ну, не то, что на виду, а, ну, трохи далее, як говориться. Ну, не знаю, як сказати, ну, мені треба бути, ну, першою. Самовыразиться? Ну, самовыразиться. Вот, может, я и самовыразилась в этом тракторе, в этом, как говорится, в этих телятах теперь. Такая вот мечта. Ну, мечтать, говорится, у нас в то время мечты сводились к чему? Получить образование. Я его получила. Что еще? Мечтала семью имела. И дети, и хорошие внуки. Вот все это, ну, я, говорится, мечты. Одна мечта не может быть в жизни, потому что я ее достигну. А далее что? Треба ж про что-то другое. Вы теперь одна живете? Одна. Мы жили, как говорится, ну, хотя и война уже прошла трохи, но послевоенные годы, считайте, 50-е годы, 60-е, это еще самая разруха была, только стали становиться, поэтому бывало такое, что и хлеб не завсёды в магазине был, а теперь есть все. И только молодежи пожелать желание, как было у них желание. И все остальное будет. И машины, и дачи, и квартиры, все можно заработать.